Здравствуйте! Комистинская районная библиотека представляет видеоролик «Мой край, моя глубинка. Село Ливановка». В 1906 году группа переселенцев, состоявшая из донских казаков, вышла к красивому большому озеру. Им понравилось это место. Они примкнули к ранее основанному стану, который уже именовался местным населением Ливан-Аулы. В эти и последующие годы здесь основались семьи Пройдисвет, Макотченко, Морковник, Лифенко, Ковальчук, Нижник, Фуга, Каика, Липчанские. Налаживался быт. На озере Турмалы косили камыш для строительства на корм скоту. Землянки строили из дерна, разводили домашнюю живность, сад, огород. В 1908 году была открыта одноклассная школа, возведена бревенчатая церковь. Политические события государственного масштаба коснулись и жителей Ливановки. Гражданская война, раскулачивание, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная война. С первых дней войны военнообязанные мужчины ушли на фронт. Макотченко, Тульчинский, Сиротенко, Бурамбаев, Попов. В апреле 1954 года организовали несколько бригад, одна из которых называлась «Целинная». В числе первоцелинников были Павел Логвиненко, Александра Лебедева, Василий Кулик, Ольга Урбановская. Вскоре построили в селе школу, детский сад, медпункт, магазин, мельницу, пекарню. Работал маслозавод. Там производили масло, кефир, творог и даже мороженое. Маслозавод обслуживал все хозяйства района. Многолетним директором совхоза являлся ткач Павел Павлович. Многое сделали для совхоза в разное время его становления. Главный агроном Рубец, инженер Чубарь, зав. Библиотекой Ламерт, зав. МТМ Кулик, бригадиры Шохов, Шварц, Апт, директор школы Сиротенко, агроном Пищенко, директор маслозавода Козлов, заведующая детским садом Амельяненко, медработники Абельдинова, Попова и многие другие. Быстро летит время, не осталось в стороне Ливановка. Здесь имеются крестьянские хозяйства, которые занимаются выращиванием зерна. В селе Ливановка живут замечательные люди. Честь им и слава!